Так, расскажи, почему именно мемы выбрала? Ну, почему мемы формат? А вот с чего все началось? ВКонтакте есть группа «Послушай Нагайцы». Раньше эта группа называлась «Нагайцы не поймут». Не называлась «Нагайцы не поймут» удалили, этот админ создал группу «Послушай Нагайцы». Она вот среди молодежи ВКонтакте одна из самых популярных. И вот меня вот тоже знакомые попросили начать вести эту группу. Сначала я так помогал админу, а потом я сама стала админом. Тогда еще в школе училась как-то. И нужно было как-то, не знаю, развивать что-то интересное, придумать. Я пришел в Инстаграм. И в Инстаграме сначала публиковал интересные посты вот из паблика ВКонтакте. Потом поняла, что одно и то же и там публиковать неинтересно. И тогда один из участников Союза нагайской молодежи города Москвы тогда предложил создание нагайских мемов. Он группу написал, предложил, мне это стало интересно, и он даже показал, как это сделать, показал фоторедактора, идеи, прям, я, если честно, уже не помню, как его зовут, и как-то создалась вот страничка в Инстаграме, потом поняла, что нужно, чтобы люди были немного активнее, опросники создавать в историях, там были опросники, қайдайсыз тақпақлар білесіз, қайды әдетлер білесіз, қайды ерлар сізге ярайды, и сөйтіп әдетлер. Вообще, когда его пригласили, у меня, вот, не знаю, это называется синдром самозванца, то, что я подумал, я же не делаю ничего такого грандиозного, вот, что у меня брали. Мне кажется, что вы все-таки не у того человека берете интервью. Ну, как-то так. Формат мемов сам по себе чем привлекательный для тебя по сравнению с форматом, который здесь пробовала? Потому что я до этого такого не видел нигде. Я вот, может, и громко заявляю, но это первые нагайские мемы. То, что я постоянно видела карачаевские, казахские мемы. И вот на самом деле, когда ты какую-то шутку говоришь на нагайском языке и говоришь потом ее на русском она звучит не так смешно, как на нагайском. И мне кажется, вот самая ирония — это то, чего не хватает нагайцам, потому что есть очень много стереотипов, есть очень много того, над чем можно посмеяться на самом деле. И это в основном территориальное разделение. А вот среди подписчиков как относятся к отзыву работы? Реакция на мемы? Ну, пишут они что-нибудь, как я мамой, хвалят. Если честно, вот такого хейта, чтобы таких ненавистников не было. Единственное, насчет чего могут писать, это если какое-то слово написано неправильно. Но я к этому очень хорошо отношусь, иногда даже переделываю, извиняюсь, потому что бывают ошибки, да. И вообще, меня даже просили переводить. Я не знаю, просто на нагайском я пишу грамотно относительно. Я не умею, как, например, что сочинять, а вот именно делаю упор на грамотность. А если получается цитаты, не очень складно получается, да? Емкие выражения для... Да, и главное, что без ошибок. И еще одна цель вообще создания и ведения группы, то, что многие делятся картинками, мемами на русском языке, и если среди них будут популярны вот эти вот картинки на нагайском языке, может, это как-то поспособствует тому, что они начнут говорить на нем, потому что, многие сейчас все-таки говорят на русском языке, и многих слов не понимают, да, вот мне часто пишут, спрашивают, а что это за слово, а что этот мем значит. Вот так вот. Ростер начал переписываться и сказал, что все хотел удалить. А почему все хотел удалить эту группу? Вроде подписчиков бара, кто-то просмотр бара, лайк на это. А что сейчас это все, бара? Ага, что там на беге?
Я же девочка, у меня бывает такое настроение, такое бывает, то, что хочется все удалить, все перечеркнуть. А после иногда стоит иногда, то сам по себе. Нет. Просто хочется чего-нибудь такого, не больше реакции, хочется постоянно как бы. Да, вот хочется, наверное, чтобы больше подписчиков было. Но меня что радует, там мало подписчиков, но я никогда никого не накручиваю. Это все живые люди, которые реагируют. Это очень хорошая аудитория на самом деле. Это получается запросы более высокие, это получается более чистые помыслы, да, именно. Группа Донтра. Наверное, это немножко, как я понимаю, один способ сохранить язык, словно. Да, да. Ключевая цель сохранить нагайский язык, да? Да. И вот, да, человек, который посоветовал, он вел группу в Инстаграме и ВКонтакте тоже, ну, весь язык. Это вот этот человек посоветовал, и я этому человеку очень благодарна. Потому что, ну, нашла вот что-то свое, что мне интересно. Ага, понятно. А вот как думаешь, насколько остра проблема вот, с языком? Ну, вот именно. Ты как ощущаешь в языках студентка, который контактирует? Вот, со мной на потоке учатся 2 девочки на гайке. У нас там мало. Всего 2 девочки на гайке, и они обе не говорят на английском языке. И мне в городе все равно вот этого вот общения не хватает. Даже когда я долго нахожусь, например, в Махачкале, и вот постоянно эти разные языки повсюду, ладно, я учусь в Ставрополе, там только на русском говорят. А тут, когда разнообразие языков, когда ты просто садишься на ногайскую маршрутку и слышишь этот язык, ты просто расслабляешься, это так хорошо, когда вот слышишь родной язык. И я замечаю, что дома вот, маленькие дети в основном сейчас не говорят на английском языке. А у нас дома, у нас прям ругаются это, то, что если мы будем говорить на русском. Даже когда какие-то слова не понимаю, родители все наводят голос, классика. А вот что ты же получить честно общаешься с учителем родного языка, да, ты говорил об этом? Да. Что учитель как относится к этому группам, или он не в курсе, не в курсе, да? Понятно. Вот даже сестра моя не в курсе. Никто не в курсе. А филологи там не писали, а учителя, филологи там по нагайскому языку сразу писали что-нибудь? Нет. Ничего не писали, да? Ну, тоже вот любовь к нагайскому языку привили Салимет Ахматовна, Нурсия Дзявдиновна, потому что Салимет Ахматовна, она всегда проводила разные интерактивы, разные игры, разные конкурсы. Она вела группу Тулпар, не группу, а кружок Тулпар вела. И я там тоже активным участником была. Мы проводили, собирали даже вот вне школы детей, там, викторины на нагайском языке. Это было очень интересно. Она на всякие вот олимпиады меня постоянно проталкивала. И Нурсия Дзявдиновна, она сама как человек очень хороший. И вот это просто лучший учитель. Она не только вот учитель, хотя она у нас не вела ни один предмет, но я ее люблю как свою маму. Потому что она всегда поддерживала во всем, что бы мы ни сделали. А вот если поставить себя на месте вот потребителя, который вот новый контент делает, да? Что самому не хватает, что тебе еще хотелось бы, чтобы было вам задоволено? Что компенсировалось она, что то, что находится далеко. Новая игры, новый ладан. Что тебе не хватает? Сложный вопрос. Ну, скихал, что нам очень не хватает, как посреднику для фильма. А сам вот именно тебе, что вот хотелось бы, чтобы у нас появилось? Не знаю. Например, в ГЖГ не хватает документалок, не хватает. В ГЖГ не хватает более качественной музыки. То есть без музыки посредственно сюда ваша, да? Банальная, да, Вот сейчас, между прочим, недавно создали первый нагайский лейбл музыкальный, Horde Music. Один из создателей Чингиз Юсупов, тоже мы с ним в соцсетях пересекались, и он тоже был одним из администраторов этой группы ВКонтакте, той самой. И вот, между прочим, он там публиковал очень хорошие вещи, он отрывки вот, из книг, исторические факты он приводил, тоже очень умный парень. Вот, он еще талантлив в музыке, насколько я знаю, он не поет, вот, он именно сам любит качественную музыку, и это было вот одной из причин создания вот этого музыкального лейбла. Потому что есть очень много красивых нагайских песен, которые
невозможно нигде найти. Ты просто где-то можешь услышать на каких-то старых дисках и все. И Дослар команда, Дослар они тоже создают вот сейчас телевидение и архивы поднимают, старые видео, клипы. Да, много чего не хватает, но, как я замечаю, в последнее время молодежь очень инициативная. Даже вот эти вот, как они собираются, ну, как и ШЛР проводят. Мне это все очень нравится. И то, что очень инициативная молодежь, то, что стремятся что-то делать, патриоты, так скажем. Если старается, каждый день на восторге был, несмотря на большие рода, всем добра специфика, именно которая была свойственной. Вот где ты находишь свою идею, именно самого это видно, что это не плагиат, это самобытный блин, который вот именно довольно характерный костет. Так как мне не скидывал уже, полностью не скидывали кому-то другому балла утра, без морала. Мен была доктора, это берется из семьи, это актуально, потому что я не медик, я экономист, позор семьи, меня замуж не возьмут. И да, вот на самом деле такие жизненные вещи, вот, например, тоже мем, который разлетелся, то, что я очень хотела на свадьбу. Я сижу, вот меня никто не приглашает на свадьбу, меня туда никто не отвозит, меня не отпускают, я хочу. И вот я написал этот мем, и буквально на следующий день мне родители предложили поехать на свадьбу. Правда, я доставка не состава, но поела. И то хорошо. Да, это вот обычные будни. Ну, много переделывать некоторые русские мемы жизненные. У меня пару подруг знают о том, что я веду эту группу, они мне иногда идеи подкидывают, или вот какие-то ситуации рассказывают, исходя из этого. Я так оборвался случайно, чисто случайно увидел сон Господа. Молодая певица, я забыл, как ее зовут, Сариева. Сторис просто случайно увидел, с утра цитата. Просто ты кто думаешь, что ты можешь еще что-то интересное найти? Так-то парадно, да, смотрю, там целая лагуна была. Маня Расова. Да. Интересно было шаровара. Вообще, ну, английский народ сам такой, как сказать, не знаю, слова не могу найти. Всегда отдохнуть, умеет отдыхать. Что имеешь в виду? Ну, в том плане, он своеобразный, есть вот какие-то вот. Я же говорю, опять-таки, по секторальному разделению. Очень много можно шутить над терпением. Очень много просто. И потому что я сама сталкивалась с тем, что когда мы приезжали на Олимпиаду сюда, я очень часто приезжал, и какие-то были неодобрительные взгляды со стороны местных. Ой, вот русские приехали, я даже в свою сторону это слышала один раз. А у меня в голове засело, в смысле, Кстати, насчет негативных комментариев, вот после мемов про Тереклин мне писали, что тебе сделали тереклинские, почему ты их не любишь, ты явно не тереклинская. А на самом деле это такой безобидный юмор, у меня очень много подруг отсюда, родственников, очень хорошо отношусь, просто есть такая особенность и все. Ну, специфика, да, что? Да, говорят же, вот, про Кумбатара очень много шутят, то, что они какие-то свой язык придумывают, то, что их никто кроме них не понимает вообще. Я сама живу в такой семье, то, что у нас все основано на доверии. Что моей маме, что мне, что моей сестре, никто ничего никогда не запрещает. Но они знают, что если я сделаю что-то... Я знаю, что если я сделаю что-то не так, меня просто дом не пустят. Мне этого не говорили, но я это знаю. И я не знаю, меня никогда не ругали, не наказывали, ничего не запрещали, но при этом я знаю границы. Я знаю, что мне можно, а что мне нельзя. И такое мне нравится, то, что даже вот учусь в городе и вижу других девочек, как их контролируют. Меня никто никогда не контролирует. И все основано на доверии. Ну, Google можно вводить, может поисковики найдешь, какая-то тема тебя зацепила. И ничего вроде не убивал. Мне вот в Инстаграме нравится читать то, что вот я же опять-таки говорю про вот достижения нагайцев, то, что в последнее время они реально входят и на мировой уровень. Мне очень нравится, что вот очень много молодых девушек учатся в разных университетах не только страны, но и мира. Есть вот даже знакомые девушки, которые проходили практику во Франции, в Норвегии. И вот мне очень нравится следить вот за такими людьми.
Недавно Нагайка получила степень кандидата медицинских наук. Истерикли как раз таки. Вот, не знаю, я же опять-таки говорю, я ни за чем таким особо не слежу. Когда попадаются такие новости, становится очень приятно. Какая музыка ты слушаешь в Богомольском говорили? Музыка исполнителя Рисова. Мне нравится Ислам Сатыров. Ислам Сатыров. Гульназ Циркеева очень красиво поет. Вот, есть молодая девушка, у нее очень красивая песня. Кадрия Азганбаева. Она выпустила песню, и говорю, себе бойцам, она просто вот готова слушать до дыр просто. У Ислама Сатырова очень красивая музыка, вот именно с такими этническими мотивами. Вот это мне нравится. У Заира Найманова есть песня «Заман», тоже до дыр готова прослушать ее. Вроде все есть. Дальнейшее мышление группы как хотел бы развивать? Нормально. Новые рубрики хотелось бы, хотелось бы сделать упор на грамматику, на именно изучение языка. Я постепенно добавляю, как пишутся слова, я добавлял дни недели, какие русские слова, какими нагайскими словами можно заменить, Арасындаевым. Мне очень нравится именно поэзия на нагайском языке, стихотворение очень нравится. Тоже стараюсь красивые стихотворения пропустить среди постов. Новые рубрики, говорю, что Тахпахлар. Я не ожидал, что очень много пословиц и поговорок знают, оказывается. Потому что опросник просто был переполнен. И у меня дома очень много материала, именно на нагайском. Какие-то викторины у него были, тесты на нагайском языке, именно на грамматику, и по литературе были тесты, какие-то Тахпахлар тоже. Я очень много чего нахожу дома просто среди этих бумаг постоянно. Она сама этим очень интересуется, поэтому хотелось бы сделать упор на изучение именно языка, не просто мимо. Поездить 70 на Париж, по этой связи не работал, да? Стыдно в этом признаться, но я не особо изучаю это все, просто нравится читать. Просто почему что-то запало, даже не то, что плохо, просто иногда бывает, что-то западает, и орается в голову. Я не запоминаю. Ты читаешь, хотите, эмоции как-то вызывает определенный туда, и сам процесс получается роерать, да? Да, стихи на нагайском языке. Я некоторых слов не понимаю, но вообще, не знаю, что-то родное мне нравится. Получается, у тебя зацепленность нет именно на автор, на определенный человек, просто барьер сам процесс погружения в язык, да? Да. Ладно. И семейный вкус, если не любишь вот это дело, холдинг, многояведение, то сюда, наверное, внимание, семейный получается, да? Если вот это увлекаешься. Может, это и к лучшему, наверное. Я знаю, что они относятся нормально к этому, но я не хочу, чтобы за мной наблюдали. Им будет интересно, они будут спрашивать, они будут смотреть на эту страницу, а я этого не хочу. Это решает свободу самовыражения. Да. Потому что личное пространство есть личное пространство. Я человек, который четко ставит границы и никого особо близко туда не подпускает, даже родителями. Это не в том, что... Дело не в том, что они меня как-то судят. Я знаю, они меня поддержат, но... Просто личная жизнь, это есть личная жизнь. Да. Может быть, что-то упустил, может, хочешь сама добавить что-нибудь? Вроде сказала. Ой, ладно, может, падает какой-нибудь о своих планах, проектах вниз. Я же говорю, это было... Группа была создана, для самовыражения. Просто как-то себя проявить. У меня нет таких особых талантов, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то чем-то силен, а у меня единственным плюсом, единственной способностью было то, что я хорошо училась. Кроме хорошей учебы у меня ничего не было. Может, и поэтому я за это прям держусь, у меня синдром отличницы, потому что это единственное, чем я могу похвастаться. То, что я хорошо учусь. Мне хотелось чего-то еще. Это
не для того, чтобы как-то в глазах окружающих возвысить. Опять-таки, никто не знает. Просто я сама буду знать, что я могу что-то еще. Пока это на мемчик получит от мемы. Да, как-то так. Через мем получается знание Бог, да? Да. Ну, так и завлекается с пацаном, потому что молодежь слушается, ты видишь, как они филологи пишут свои материалы? Да. О, это наша скукотина, можно умереть от скуки, да. Ох, корыстно доклады Ну вот стараюсь вот в игровой форме, вот в том формате, вот где вот больше всего молодежи, в Инстаграме. И я стараюсь как-то там, у меня есть еще, помнится, есть телеграм-канал, и просто пока публиковать там вот те стихотворения, те цитаты на нагайском языке, которые мне нравятся. Потому что сейчас многие тоже на телеграм переходят. И я даже пару книжек с собой забрала в Ставрополь, чтобы именно вот учебники нагайского языка, чтобы если что, посмотреть правильно я пишу. Я всегда открыта к предложениям, к идеям, директ постоянно открываю, потому что многие скидывают картинки, идеи, видео скидывают.